Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Ирина Ефимова. Что смотрят ваши дети или, может быть, внуки, пока вы смотрите телевизор? В чем феномен популярности молодых блогеров-миллионников? Как перейти из блогера в артиста и через год собирать крупные концертные площадки? Об этом поговорим с сегодняшним гостем, блогером и певцом Владом Кобяковым. Влад, добрый вечер. Добрый вечер. А почему, кстати, по фамилии изначально, вот только по фамилии? Изначально я снимался на большом канале YouTube, где было 3 Влада. И когда подписчики нас стали между друг другом путать, мы приняли решение, что нам нужны какие-то псевдонимы. И я подумал, что будет круто, если это будет не какой-то отстраненный от меня псевдоним, а это будет моя фамилия. Потому что в целом, начиная со школьных времен, меня по фамилии всегда называли. Учителя, друзья, всегда почему-то так было, что Кобяков, Кобяков. И вот в какой-то момент мы просто выбрали для себя псевдонимы, и я выбрал свою фамилию. А значение фамилии знаете? Что-то связано с собаками. Да, в XII веке в слове о полку Игореве упоминался хан Кобяк Половецкий. Вот, и это вроде как в переводе с половецкого «собака». Я знаю, что много жителей в Якутске есть с фамилией Кобяков почему-то, Да. потому что когда мы 2 года назад были уже в вашем регионе с концертами, мы провели тогда 5 концертов, и буквально на каждом концерте ко мне приходили люди с паспортом и показывали, что мы тоже Кобяковы. А в Беларуси, наверное, это редкость. В Беларуси, на самом деле, немного Кобяковых, хотя какое-то время назад премьер-министром Беларуси был Кобяков, и много было вопросов, родственник или не родственник. Но что касается фамилии, наверное, это больше русская фамилия сюда, вот в дальнюю Россию уходит она. Ну, из тех самых, видимо, изначально. Ну, ты уже сказал, что в Вику с выступлением не в первый раз. Предыдущий приезд, говорят, вышел достаточно необычно. Что там, Да, что там было? Предыдущий приезд — это было 5 концертов за 3 дня, когда изначально планировалось 2 концерта за 1 день. Мы не смогли улететь, нам потом уже рассказали, что надо было брать другую авиакомпанию. Не будем сейчас про название, но мы действительно не могли 2 дня подряд улететь из Якутска. Мы тогда летели в Новосибирск либо в Владивосток. Уже сейчас не помню. И в итоге мы, когда собрали 2 солдаута в первый день, мы такие сидим, не можем улететь, и мы принимаем решение запустить еще в продажу 1 концерт на следующий день, как раз площадка свободна. Мы запускаем в продажу еще 1 концерт. Он продается у нас буквально за считанные секунды. И после этого мы запускаем еще 4-й концерт, и он тоже у нас продается полностью. Блогеры якутские очень сильно помогли. И в итоге, когда мы на следующий день опять не получается у нас лететь, мы ставим 5-й концерт, и уже 5-й концерт проводим со солдаутом. Но потом мы поменяли билеты на другую авиакомпанию и улетели уже, но это было интересным экспириенсом. Ну, для тех, кто с тобой вообще не знаком из наших зрителей, да, блогер с миллионной аудиторией, с недавних пор певец, вообще запел ты не так давно, вот, не знаю, правильно ли цитирую, есть аудитория, хорошо смотрюсь, почему бы не запеть. Вот. Сейчас уже можно сказать, что это такое было прямо супер удачное решение? Я думаю, да, потому что больше 100 концертов в год — это показатель. Многие артисты столько не гастролируют, сколько гастролирую я, блогер, певец. И мы со многими коллегами, журналистами общаемся очень часто, и я говорю о том, что в данный момент, наверное, пение и выступление на сцене в приоритете, нежели ведение блога. Хотя сейчас я тоже возобновил короткие видосы снимать, полнометражные, длинные видео даются тяжелее, потому что на это нужно время, на это нужны силы, а сил иногда нету после гастролей. Вот, поэтому сейчас это точно карьера музыканта, если можно так сказать, и я не жалею, что я ушел все-таки из блогерства в музыку. Но что вот самому тебе это дает? Тебе интересно? Или
Мне это дает крутость всех вообще концертов. Это то, что ты можешь встречаться со своей аудиторией не только в онлайне, в интернете, но и в оффлайн. И когда ты видишь своих подписчиков, это совершенно другие эмоции, совершенно другое восприятие мира. Ты видишь, что эти люди, дети, в частности, да, подростки, идут за тобой. Они тебе поверили, они идут за тобой, и ты понимаешь, это добавляет огромной ответственности, что нужно делать только правильные вещи, правильную информацию транслировать детям и подросткам. И, наверное, это взрослит очень сильно меня. Потому что я понимаю, что я не могу сказать матное слово на концерте. Я не могу показать детям, что я пью алкоголь, курю или еще что-то. То есть я должен в детях воспитывать правильные ценности. И мне кажется, что у нас это получается. Но нет желания расти вместе со своей аудиторией? Мы растем. Потому что, нет, ну вот я так понимаю, что вот как несколько лет назад вы говорили, что основная аудитория там ребята 12-15 лет, сейчас, по-моему, вот, ну, примерно то же самое. Нет, я думаю, что пару лет назад как раз-таки аудитория была больше 7-8 лет. Мы это отслеживаем по банальному продаже мерча, футболок, худи и так далее. Потому что если раньше у нас продавалась размерная сетка 7-8 лет, 2XS в большей степени, то сейчас больше продаются S-ки. То есть это на 2 размера больше, чем 2XS. Соответственно, мы понимаем, что скорее всего, физически аудитория растет. точно растет. Ну, и это вот прям банальный просто пример, как растет наша аудитория вместе с нами. Ну и плюс песни, которые мы начали сейчас выпускать. Мы выпускаем не только детские песни, как раньше были, которые просто лишь бы рифма была и пойдемте танцевать. Сейчас это, конечно, песни. Вот недавно вышла песня «Подмосковье» летом. Сейчас перед следующим летом мы ее будем очень сильно качать и клип снимать на нее. Песня про первые чувства, про любовь. И это уже песня для того, чтобы подумать. И взрослым она больше нравится. То есть мы еще стараемся, помимо того, что взрослим нашу аудиторию, цеплять еще дополнительно родителей. И им это тоже нравится. Поэтому мы стараемся, мы растем. Ну вот еще патриотическая тематика появилась. Вот эта песня про Россию, которая в конце прошлого года, да, годом раньше про балалайку. Это осознанно? Вот такой вектор добавляется. Я думаю, тут очень важно делать полезное дело не только для себя, но и для государства. И я и в России стараюсь делать полезные вещи, и в Беларуси, на моей родине. Вот сейчас больше 3 месяцев мы ездили по всей Беларуси в рамках мероприятия «Марафон единства». Это каждую пятницу, субботу мы посещали разные регионы Беларуси, ездили на экскурсии на предприятия, было много-много активностей. В конце, в субботу, каждую субботу концерт на Ледовой арене. И я стараюсь участвовать в таких вещах, потому что это как раз-таки про воспитание аудитории. Когда учитель скажет ребенку, что нужно делать вот так, вот так, вот так, ребенок послушает, уйдет и сделает по-своему. Если это говорит его кумир, блогер, которому он доверяет, то это совершенно по-другому воспринимается и, соответственно, совершенно по-другому делаются дальнейшие действия. Поэтому это осознанный выбор, в том числе помогать. У меня интернациональная помощь 2 странам в воспитании молодежи. А как ты думаешь сам, вот за что тебя дети любят? Я думаю, за искренность. За искренность и за то, что они могут прийти ко мне, задать любой вопрос, а я им отвечу. А когда ты вообще начинал, ты ориентировался сразу на детей или пробовал разные форматы, потом понял, что вот детям заходит? Так получилось, что когда я снимался на предыдущем канале, у нас просто так совпало, что дети появились в нашей непосредственно аудитории. И сами появились, да. Просто вот какой-то ролик зашел, и они начали смотреть, и его начали смотреть дети. А потом мы уже просто
поняли, что нужно делать ролики для детей, потому что это детей супер много, и они всегда будут смотреть, и их как раз-таки можно растить дальше, как «Руки вверх», да, и «Ласковый май». То есть аудитория росла вместе с ними, точно так же и наша аудитория. Поэтому мы приняли решение, что будем снимать детский контент изначально. Ну вот, кстати, про музыку, да, ну вот руки вверх, «Ласковый май», на что ты ориентируешься вот в музыке? Я Ну, думаю, вообще похожие на «Руки вверх». Я думаю, что это история про как раз-таки Сергея Жукова, потому что все, история циклична, музыка циклична, все циклично. И если это нравилось, такая музыка нравилась нашим родителям, то почему бы не делать сейчас опять в таком же стиле музыку, которая будет нравиться уже детям, получается, внукам наших родителей. Вот. А так, на самом деле, ориентируемся на модное звучание, ориентируемся на то, что нравится аудитории, потому что мы видим статистику по каждой песне. И я вообще меломан. У меня в плейлистах очень-очень много разной музыки. Это начиная от какого-то кальянного рэпа, заканчивая классической высокой музыкой. Поэтому просто много нужно слушать, вынимать все самое лучшее из разных стилей и в итоге делать свой продукт. А как ты думаешь, для создания вот музыки, треков какое-то базовое музыкальное образование нужно? Не всегда. Понимание основ? Меня сейчас побьет Лариса Долина, если она вдруг увидит это интервью, но я считаю, что не всегда. Есть самородки, есть люди, которые могут делать музыку без обучения там где-либо. И лично у меня есть очень много товарищей, которые, нигде не обучаясь, могут сесть за фортепиано и любую песню сыграть, послушав ее один раз. То есть это дано природой. Поэтому образование, да, конечно, это важно, но это важно, когда ты планируешь быть дирижером оркестра или играть в оркестре в каком-то. Я считаю, вот тогда образование музыкальное очень важно. Потому что дирижер, допустим, он должен минимум 2 инструментами владеть на 100% и остальными хотя бы на базовом уровне. Вот, поэтому в таких случаях образование важно. А когда ты пишешь музыку в студии, и у тебя есть шанс ошибаться, есть шанс переделывать, то я считаю, если есть талант, то образование не очень важно в этой ситуации. Ну, кстати, про образование. Ты же повар по специальности. По первому образованию. По второму образованию культуролог-менеджер. Ох, ну вот Поэтому у нас такая интересная история. Я ходил учиться 5 раз, пробовал разные профессии, пробовал разные направления. И в итоге первое образование, которое я получил, это поварское. И это было так, для меня в тот момент по приколу. Просто пойти и получить поварское образование. Мне нравится готовить, соответственно, сделаю это своим профессиональным таким перестраховочным путем. То есть, если что, то... Если что, да. Могу и стол приготовить, и корпоратив провести. Вот. А второе образование, это уже более осознанное было, как раз-таки история со сценой связанная, история с тем, что нужно уметь всем, что у меня есть, управлять. И вот я для этого пошел на культуролога-менеджера, но на тот момент уже практики было столько, что там культурология предмет, я пришел на первую же лекцию, поспорил С преподавателем? в хорошем смысле поспорил с преподавателем, с профессором, и он мне сказал, я не вижу смысла, просто чтобы вы тратили свое время, молодой человек, вы приходите ко мне только на зачеты, на экзамен, на лекции можете не ходить. То есть настолько уже на тот момент у меня было много практики. Но пробовал 5 разных учебных заведений, и меня всегда подкалывает заместитель министра образования Беларуси, Петруцкая Екатерина, подкалывает на тему того, что ходил, в итоге находил на 2 диплома. А какие это 5 были разных специальностей? Первое, это после 9 класса я пошел в торгово-экономический колледж. Мне не понравилось, я вернулся в 11 класс потом. Потом это был колледж искусств. Потом это был поварской.
потом это был Институт современных знаний имени Широкого, а вот и соврал. 4. 4. 4. Соврал. Да, 4 раза все-таки ходил. Вот. И все завершилось Институтом современных знаний. Это институт наподобие, это частное учебное образование, например, Белорусского государственного университета культуры и искусств. То есть это два брата, которые стоят рядом и обучают, в принципе, одинаковым профессиям. А дома готовишь? Есть коронное блюдо? Готовлю много. Купил себе прошлым летом гриль. Как мне сказал знакомый повар, это машина среди грилей. Мерседес С-класса среди грилей. И готовлю много. Жена у меня, наверное, в этом плане самая счастливая девушка, которая может быть, потому что когда я приезжаю с гастролей, я говорю, что все, ты иди, выбирай фильм, который будем смотреть вечером, а я буду готовить. И могу 2-3 часа на кухне провести, приготовить супер много каких-то разных блюд, супер вкусных, и вдвоем потом садимся, а там полный стол накрыт. Но я от этого кайфую. Мне это в какой-то степени это отдых. Но я знаю, что жена у тебя старше, и, соответственно, есть дети, которые уже, видимо, совсем уже даже уже подростки, они Да. уже заканчивают, наверное, школу скоро. Кирилл учится сейчас в 9 классе, Милана в 7. В целом, это как раз-таки та аудитория, которая показываю изначально все свои песни, все свои какие-то концертные То есть задумки. тестируешь на них, да? Конечно. Они, правда, такие, они меня не воспринимают как какого-то исполнителя, и, соответственно, мне тяжеловато на них тестировать, потому что они, ну, что они мне скажут, когда мы живем в одном доме. Но, тем не менее, некоторые вещи, они помогают мне делать. И что касается Кирилла, вот про марафон единства в Беларуси, мы, когда ездили сейчас по городам белорусским, Кирилл со мной в каждый город ездил. Для него это было прям вау, как круто, потому что обычно я здесь, в России, а тут в Беларуси, и ему прям нравится ездить вместе со мной. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. Но вот я посмотрела, было много разных направлений. Вот в блогерстве, в частности, там кулинарное шоу, простым языком о науке. Вот что было интереснее? Я думаю, что больше всего интереса у людей, у подростков в частности, все-таки вызывают челленджи. Именно поэтому, вот касаясь там, завтрашнего концерта, который пройдет в Якутске, это как раз-таки челленджевая история, конкурсы, подарки. Вот, в принципе, то, что мы снимали в YouTube, то люди хотят видеть всегда. И завтра все, кто придут, смогут прикоснуться к тому, что раньше происходило у нас в кадре, поучаствовать в челленджах, поучаствовать в играх со мной, получить подарки. Вот, поэтому и в плане съемок тоже челленджи — это всегда на первом месте. Но вот мне кажется, что популярность у детей, да, популярность у подростков, это либо ты должен быть, ну вот как, я не знаю, ведущий «Спокойной ночи, малыши», как старший там дядя или тетя, вот, либо вот как мне кажется в твоем случае, это такой, ну вот ребенок смотрит и думает: вау, я когда стану взрослым, я тоже могу там снять торговый целый центр и в нем. Вот, то есть они видят какого-то вот такого же, как они, но просто взрослого. Как считаешь? Я думаю, да, и они ориентируются, и многие вещи делают по нашему примеру. Поэтому это вот как раз-таки, вернувшись про ответственность, это ответственность показывать им только правильные вещи. 100% всегда дети повторяют за нами. И повторят они что-то хорошее или плохое, зависит только от нас. Вот. Но иногда, когда кого-то начинают заносить, я очень часто вижу там
сообщения где-то в соцсетях, либо же они подходят на концерте, после концерта на фотосессии что-то спрашивают. И я понимаю, что ребенка чуть-чуть заносит, и я стараюсь ему хоп, и в правильный вектор его отправить, чтобы он чуть-чуть все-таки более правильные мысли ловил от нас, а не то, что он увидел, там, что меня обливали там, в какой-нибудь картонной коробке там, чем-нибудь. И ему это весело было посмотреть. Он говорит, а я вот там друга на перемене тоже облил. Но я говорю, ну так же делать нельзя. Это же вот мы то, что снимались, это шоу, это прикол для того, чтобы ты посмеялся, а друзей не надо обливать. Ну, то есть это вот такие вот банальные вещи, но Приходится объяснять. приходится объяснять и приходится контролировать тоже свою аудиторию. Но взрослую аудиторию русскоязычную, ну, Рунета, считают токсичной, а с детьми как дело обстоит? Есть токсики, которые, что бы ты ни выложил, все равно будут писать плохо. И это, я считаю, что проблема воспитания как раз-таки родителей, потому что многих детей настраивают родители на то, что все плохо, все то, что вы видите в интернете, это зло. И из-за этого вот рождаются такие вот персонажи, которые начинают писать в интернете гадости. Причем это происходит не только по отношению к блогерам, но и к своим сверстникам, то есть начинается буллинг какой-то. И очень важно в этом плане, конечно же, объяснять, стараться объяснять, и то, что это неправильно, кому-то получится это сделать. Вот прийти, иногда родители там тоже пишут комментарии свои, ты им начинаешь как-то объяснять, что это вот неправильно, вы же показываете, ну, в первую очередь всем детям, что это норма, то, что вы написали какой-то плохой комментарий. Начинаешь объяснять, такие, да, мы были все-таки неправы, извините. Но это, как правило, делается для того, чтобы ты обратил внимание на этого человека. Мы это не воспринимаем всерьез, а если есть возможность сказать, что лучше так не делать, то мы говорим. Но многие сегодня говорят о том, что зрители в интернете смотрят непонятные ролики чисто, чтобы время скоротать. Ну вот это вот залипание в соцсетях. Вот как ты считаешь, вот как блогер, как с этим бороться и вообще надо ли? Сам залипаешь в соцсетях? Я залипаю в соцсетях. Я считаю, что нет, не надо бороться. Зачем бороться с тем, что происходит массово, и ну, будешь ты бороться. Наоборот, вот ты запретишь что-то, люди еще больше будут хотеть это сделать. Запретный плод всегда сладок, как говорится. Поэтому главное контролировать это, чтобы это не выходило за пределы, за какие-то, да. То есть родителям объяснять детям, что ну вот давай там 2 часа в день посмотрел, ну хватит уже, надо отдохнуть. И делать это не через запреты, а как раз-таки через диалог. Потому что как только ты запрещаешь это все, это сразу же противостояние пойти и сделать по-своему. Поэтому разговаривать и просто ограничивать чуть-чуть по времени, но не запрещать. Но вот вначале ты сказал, что остается времени в основном больше упор ты сейчас делаешь на музыку, именно на концерты, но ты же понимаешь, что и сам же сказал, что туда приходят те подписчики, которые смотрят блог. Вот. И значит, блог нужно все равно продолжать делать ведь. Ну, длинные видео, как я уже сказал, мы сейчас на паузе, но короткие видео, тем более сейчас есть все предпосылки, чтобы заработал заново TikTok, потому что он уже начал частично работать. Короткие видео мы начали возобновлять, снимать, и они очень хорошо заходят. За январь мы общим охватом набрали более 30 миллионов просмотров с видео. Поэтому, если детям нравятся короткие видосы, значит, буду снимать короткие видосы. Пускай приходят ко мне на концерты, будем на концертах тоже снимать с ними короткие видео. Ну а к большим видео, к длинным тоже когда-нибудь вернемся. Ну, кстати, вот о форматах перестраиваться на новые платформы сложно было. То есть ты же сейчас ВК, Рутуб, у тебя довольно
растет сейчас там все? Ну, тут, скажем так, не то, что сложно перестраиваться, сложно снимать и продолжать работать для этих платформ, потому что есть косяки, и они сами это знают, и говорят об этом, что просто нужно время. Но, конечно, блогерам тяжеловато с этими косяками справляться. Но я уверен, что пройдет там еще полгода, и точно все станет на свои места, и мы продолжим дальше снимать на новые площадки, и что они тоже будут расти вместе с нами. Как у нас растет аудитория, точно так же и площадки будут расти и развиваться. А аудиторию свою ты не делишь, что там телега для чего-то, ВК для других? Телеграм — это, ну, для меня скорее как история быстрой связи с аудиторией. Я даже на концертах всегда говорю: так, достаем телефоны. Они хоп, достают. Я говорю: проверяем, все подписаны на телеграм-канал. Проверяют, там, о, мы не подписаны. Я говорю: подписываемся. Беру кружок, снимаю: всем привет, мы на концерте, выкладываю. И детям это прикольно, то, что они только что прямо сейчас они видят меня на сцене, и при этом они видят, как я в онлайн-режиме загрузил кружок в Телеграм. Поэтому это быстрая связь с аудиторией, которая им безумно нравится. Ну а все остальные площадки — это, конечно, развлекаловка. ВК, наверное, более такая информационно длинная сейчас история, как раз-таки с выкладыванием длинных роликов. Ну а ТикТок, лайки — это поразвлекаться, позалипать и поскоротать время. А сам на что залипаешь, сам кого смотришь? Ой, я в Ютубе шорты смотрю. Я захожу просто перед сном, открываю шорты, листаю. Там очень часто мелькает наш президент белорусский. Я всегда ему во всех интервью говорю комплименты, что лучше блогера, чем он, точно нет, потому что действительно очень много видео с ним. И, ну а когда прям уже чувствую, что засыпаю, открываю электронные аудиокниги, включаю и что-нибудь начинаю слушать, просто разгружая мозг перед сном. У тебя прям прямая связь с президентом? Прямой связи с президентом нет, но благодаря нашему количеству аудитории и благодаря тому, что мы много выкладываем полезной информации, полезного контента для детей, безусловно, пресс-секретарь в повестке докладывает и рассказывает, что блогеры белорусские выложили там сегодня. Поэтому Александр Григорьевич про нас знает, и тем более у него сын Николай не так давно вырос из нашей аудитории, вот, но тем не менее Беларусь небольшая страна, поэтому мы всегда под присмотром Александра Григорьевича. И вот на сцене часто после концерта остаешься и говоришь с детьми. У нас проходит фотосессия после концерта. Это вход на фотосессию у нас при наличии мерча. У нас есть возможность у каждого зрителя приобрести там условно плакат и зайти на фотосессию. И, естественно, когда идет фотосессия, я стараюсь спрашивать, как дела, как настроение, понравилось ли все, знакомимся. У меня даже была как-то такая дурная мысль ставить на каждой фотосессии человека с огромной тетрадкой и вписывать имя каждого ребенка, который был на фотосессии по городам. И потом сделать из этих имен карту какую-нибудь и придумать мерч с именами детей, которые были на моих концертах. Но потом, когда мы поняли, что это по 150 человек на фотосессии в каждом городе, а городов, вот, к примеру, в феврале у нас 24 города, мы поняли, что это чуть-чуть с ума сойдет человек, который будет это все записывать. Но, тем не менее, мы стараемся общаться с аудиторией, стараемся отвечать на вопросы, но и, понятно, все равно стараемся объяснять, когда это уместно, когда это неуместно, потому что иногда прям очень много внимания требует к себе подписчик.
который стоит на сцене, фотографируется, и он забывает в этот момент, что еще 150 человек стоит в очереди и ждут, пока он с нами пообщается. Поэтому мы тоже стараемся контролировать тайминг. Поэтому, если вдруг вы, подписчики, приходите к нам фотографироваться, и мы вам говорим, что надо побыстрее, не обижайтесь на нас, мы просто беспокоимся о других людях тоже. А о чем дети спрашивают чаще всего? Про, наверное, YouTube-деятельность, про то, как это все получилось. Спрашивают совета, что им делать, чтобы стать блогером. Спрашивают какие-то личные моменты. Спрашивают, как я сам, как у меня настроение, как город, их понравился или не понравился. Хотя мне очень стыдно, но мы на самом деле очень мало смотрим городов. Мы обычно приезжаем, это отель, площадка, ресторан поужинать и отель спать. Ну, Якутск за 5 дней-то вы успели посмотреть, наверное, в прошлый раз. В прошлый раз Якутск посмотрели, да, и даже сегодня мы словили такой небольшой джетлаг. Планировали сегодня поехать на собачьих упряжках и в царство вечной мерзлоты. Я хотел показать ребятам, но сегодня все свалились в сон по прилету сразу. Но завтра, я надеюсь, перед концертом мы сможем тоже съездить, посмотреть, покататься, и что ребята тоже удивятся. Но Якутск для меня это прям отдельная любовь, особенно после прошлого приезда 2 года назад. Это невероятный климат, невероятные люди и невероятная красота вокруг. Поэтому в Якутск буду возвращаться точно много-много раз еще. А аудитория чем-то отличается или одинаковые дети везде примерно? Мне кажется, примерно дети как раз-таки это самая искренняя и самая простая аудитория. Потому что ребенок, если ему нравится, он говорит, мне нравится. Если он говорит, мне не нравится, он говорит, мне не нравится. Поэтому, скорее всего, пока вот до 17, до 18 лет везде аудитория одинаковая. Они, если ты им нравишься, они придут, скажут тебе об этом и будут тусоваться на твоем концерте вне зависимости от каких-то других обстоятельств. Но дети вырастут, ты сам тоже повзрослеешь. Чем будешь заниматься потом? Я думаю, что это будет деятельность продолжаться еще долго. Я надеюсь на это, потому что пока что еще не вся аудитория, во-первых, выросла, а во-вторых, много аудитории, которая рождается, проходит там 3-4 года. И начинает смотреть. Они опять начинают, да, слушать там ту же песню «Пушка» и смотреть какие-то старые ролики. Поэтому, я думаю, лет 15 еще это будет отголоском идти в любом случае, эхом таким. Ну а что касается дальнейшей деятельности, это какой-то бизнес сторонний, и плюс я надеюсь, что получится связать жизнь с кинематографом, потому что сейчас мы в конце апреля начинаем съемки полнометражного художественного фильма со мной в главной роли, и это будет 1,5 часа интереснейший. И кого ты будешь играть? Самого себя. Самого себя. Возможно, под другим именем, для того, чтобы не зацикливать на образе в кинематографе. Ну, мою фильм про фамилию. блогера Про блогера музыканта. Влада, да. Про блогера Влада. Но он больше про семейные ценности, про семью. Это драма-комедия, в которой мы покажем взаимодействие детей с родителями, и это будет красиво. Обязательно приглашу всех на премьеру. В апреле 26 года уже премьера. Сейчас вот начинаются съемки, да? В конце апреля мы начинаем съемки. Сейчас прочитываем сценарии, готовимся, морально настраиваемся и приступаем. Вообще вот такой дикий, плотный этот график гастрольный, то есть, ну, я там примерно посмотрела, ну, вот сам сказал, в феврале 24 города, в феврале 28 дней, 24 города. Вот. Как вообще, Не как сойти с ума? успеваешь, как не сойти с ума, да? Вот Значит, эти города, они не сливаются в одно пятно большое перед в глазами? какой-то момент начинает сливаться это все, забываешься в каком ты городе, просишь на сцене написать название города, но
У нас это происходит как? Мы едем на гастроли ноябрь-декабрь, потом февраль-март и потом уже лето. То есть у нас 4 месяца рабочих основных таких по гастролям таким плотным, поэтому просто морально себя настраиваешь. Ну и самое главное сон, конечно. Это спишь, отдыхаешь, и за счет этого тебе легче это дается и не сходишь с ума. А если бы ты не стал блогером, кем бы ты был? Поваром, Поваром? А в детстве кем мечтал стать? артистом. Артистом. Мечта сбылась? Мечта сбылась 100%, и я благодарен судьбе, что так получилось. Ты считаешь себя счастливым человеком? Думаю, да. И раз дети спрашивают чаще всего, как стать блогером, может быть, какие-то советы действительно, что нужно? Много-много работать, не останавливаться. Очень много раз я в какие-то не те двери стучался, они были закрытыми, и я думал, что все, это конец, и ничего не получится, но, тем не менее, из 100 дверей одну ту самую находил, которая вела к правильному пути. И мне вот моя мама не так давно вспомнила о том, что она мне постоянно... У нас тут возник спор с братом насчет его работы, и мама мне напомнила, говорит, не дави на брата, потому что вспомни, как я на тебя давила, что ты должен там пойти заниматься тем-то, тем-то, учиться туда-то, туда-то, чтобы работать там-то, там-то. Ты все равно шел в обратную сторону, и в итоге у тебя все получилось. И поэтому, может быть, у брата тоже. Ты на него давишь, чтобы он там работал в определенном месте. Может быть, он тоже что-то внутри чувствует и идет, наоборот, против течения, чтобы добиться там успехов в другом. Поэтому нужно слушать только себя, много работать и не сдаваться. И все получится. Ну что, спасибо. Приятно было поговорить. Думаю, Спасибо. что зрителям тоже было интересно. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.